Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, а в нашей студии гости, я рада ее представить, но сначала примите наши извинения за небольшую задержку по техническим причинам. Итак, начинаем. В нашей студии сегодня Галина Васильева, председатель Комитета экологии и природопользования Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, член правления женщин-предпринимателей России. Галина Сафроновна, здравствуйте. Здравствуйте. Такой сегодня интересный случай, что у вас даже свет погас. И мы даже предположили, что, возможно, это от того, что у вас очень сильная, мощная энергия. Ну, будем надеяться, да, но, видите, бывает, говорят, что не случается, все к лучшему. Жаль, только время, конечно, мы потеряли немножко. Но я надеюсь, основное успеем сказать. И тема у нас сегодня про женское предпринимательство и вообще про роль женщины в бизнесе. Ну вот как бы даже к теме, да, что насколько сильная у женщины энергия, хотя я считаю, что какой период в нашей стране не возьми, это все равно пора патриархата, но тем не менее женщины пробивают себе дорогу и все-таки становятся хозяйками своей судьбы. Но мне кажется, что это далеко дано не каждой, это сложная стезя. Что вы думаете по этому поводу? Надо сказать о том, что все-таки мужчина и женщина — это разные существа, и они имеют право, так сказать, на жизнь, и как и мужчины, и женщины. Ну вот, если возвращаться к нашей... На жизнь в бизнесе вы имели в виду? Да. Если возвращаться к нашей теме, вообще о женщинах, да, выход их в переломный период. Ну, например, у нас в начале марта прошел прошел съезд женщин Якутии, посвященный 100-летию Всеякутского съезда женщин, первого съезда женщин. Знаете, я до этого как-то не задумывалась, а тут как-то меня проникла и думаю, это ж надо же, 100 лет назад темные, так скажем, загнобившиеся женщины, да, такие после Великой Октябрьской революции, после гражданской войны смогли собраться из разных улусов, приехать в Якутск на съезд. 87 женщин из разных улусов. Вы представляете себе, да? Сейчас-то не всегда доберешься из улуса в Якутск, например, да? А они-то каким-то образом собрались, 87 женщин. И причем надо сказать, что это были женщины как бы не такие все прямо вот, ну, скажем, образованные и так далее, да? Это вот женщины, вот сейчас хочу привести немножко статистику. Да, вот пока вы там найдете нужную строчку, да, я вот, знаете, сижу, думаю, может быть, и не надо было. Как-то вот я была на тренинге одного из мотиваторов, который переезжал к нам сюда в Якутск, и он говорил о том, что вот мужчина, вот он добытчик, вот пусть так и будет. Женщина пускай стоит у плиты, воспитывает детей, занимается кухней. Я когда сама столкнулась с домашним хозяйством, я поняла, что это просто нереально физически все успеть, когда тебе нужно приготовить еду каждый день, да, следить за бытом, заботиться о детях, заботиться о муже, или если нет мужа, тем более, да, о детях. У тебя просто физически не хватает времени работать, и сил не хватает. Так, может быть, и не надо было вообще никуда приезжать? Нет, но женщина движет всегда что? Движет желание сохранить семью, одеть, обуть, накормить, обучить. И вот эта вот тяга, она заставляет женщин идти в неведомое, так прямо скажем, да. И вот, например, вот, вернусь к статистике, получается, 87 делегаток было тогда, 59 крестьянок, 8 работниц, 20 представителей интеллигенции. Но не это главное. Образование, смотрите, 36 делегаток из 87 были вообще неграмотные, даже читать не умели, да, тем не менее. Грамотных было всего 23, с начальным образованием 21, и среднее образование имели 7 женщин. Тем не менее, какая мотивация она была, да, как люди понимали о том, что наступило такое время, что можно воспользоваться этими возможностями и улучшить жизнь своих близких, родни, своего народа, да. И вот и надо сказать, что они на этом съезде поднимали вопросы, которые и сейчас актуальны. Здоровье
здоровье женщин, да, даже вот они недвижимость, вопросы недвижимости даже поднимали в то время, вопросы Колыма и так далее. Вот, но что я хочу сказать, конечно, об этом можно говорить долго и приводить разные цифры, но надо сказать, что у нас женщины всегда поднимаются в самые тяжелые периоды нашей истории, да? Вот скажите, тут, значит, гражданская война прошла, женщины поднялись и стали вот какой-то такой силой. Второе, война. Во время войны кто вынес все тяготы вот, тыла, да, и на фронте? Кто? Женщины. Да, они строили заводы, они делали, вот, выпускали продукцию, снаряды и так далее, когда мужчины воевали непосредственно на фронте. И третий период, вот, тоже достаточно сложный, тяжелый, трагичный, можно сказать, это 90-е годы. Когда в 90-х годах развалилась наша большая страна, красивый Советский Союз, да, на 15 каких-то республик, и в том числе на Российскую Федерацию. Это же была трагедия для многих женщин. В этот момент, вы сами понимаете, ну, вы же были, наверное, в тот момент, да? Помните, как люди остались без работы, без денег, без средств к существованию. И в основном, конечно, остались бюджетники, вот, учителя, врачи, ученые, там и так далее. И что надо было делать? Надо же кормить было людей, детей, семью, как-то восстанавливать, что-то душа же болела, приходишь, и дома даже хлеба нету, и не на что купить. И вот это вот был толчком, который образовал, может быть, можно так сказать, да, новый слой женщин, ну, предпринимательство как таковое, да, и в том числе отдельной строкой, можно сказать, женщин-предпринимателей, которые вынесли на себе вот это все тяготы, вот эти мешочницы, челночницы, когда, вы помните, 89-90 год, в магазинах у нас ничего не было, полки были пустые, есть нечего, да, и вот они, когда разрешили, вот рыночная экономика вошла, так сказать, в свою струю, и в этот период женщины рванулись, так скажем, во все тяжкое, да? Они поехали по заграницам, границы открыли, слава богу, в мешках тащили сюда продукты, вещи, все, что можно было, и, надо сказать, за год-два они подняли страну из руин, можно сказать, да? Одели, обули, вот, сняли вот этот вот страшный, так скажем, экономический кризис. Я помню, наши Арбаты, вот эти вот рынки, да, где непонятно, вот, что схватил, купил дома, рассмотрел, что вообще может взял. быть, но, по крайней мере, было какое-то движение, это дало возможность женщинам почувствовать себя и не дать умереть с голоду своей семье, так скажем. Ну, это грубо, как бы, да, картинка, но на самом деле было, примерно так и было. Ну вот, а потом уже... Кандидаты наук да, были с этими с баулами, кандидаты наук стояли на рынках с баулами, ездили там сначала в Польшу, потом в Турцию, потом в Китай, вот, и таскали все на своем горбу. Если была такая возможность, я бы поставила памятник вообще женщинам, челночникам, которые вот на своих плечах вынесли все это. Ну вот 30 лет это, конечно, период такой достаточно большой, много можно об этом говорить, всяких историй было полно. Например, когда начинался бизнес, там страна же была одна, налоговая система была совсем другая. Тут появилась, средний класс стал появляться, предприниматели, малый бизнес. Надо было государству решать вопрос с налогообложением. И была такая ситуация, когда предприниматели бегали от налоговой, налоговая бегала за предпринимателями, да. Становилось вот это рыночное отношение и вот эта система налогообложения государственная. Это, конечно, период был очень сложный, запутанный, но, тем не менее, как-то вот все это сложилось. Как выжили, непонятно, но выжили. Ну, выжили, да. И я помню, что в те годы, например, банки, ну, с одной стороны, что-то развивалось, с другой стороны, что-то рушилось. И в тот момент было очень много банков, разных, прямо на каждом углу банки, вот. И поскольку была страшная инфляция, потом 2 раза был дефолт, 93-й и 98-й год, когда вся система денежная рушилась, да, и когда доллар из 6 рублей стал сначала 30, потом 60, вот, конечно, это тоже было большое потрясение, и люди, вот, предприниматели, малый бизнес как-то в это вот выжил. А банковские кредиты, кто сейчас помнит, да, до 300% годовых на 3 месяца, вот
как себе это представить, как это вернуть, оборот, да, сделать. Конечно же, в тот период очень много людей разорилось. Как поднялись, так и разорились. Среди них много было женщин, которые попадали в разные истории. Были такие тяжелые истории, когда женщины, не выдержав от этой ситуации, как бы уходили из этой жизни, да, всякие ситуации были. Это можно отдельно говорить, отдельно писать и так далее. В принципе, пока люди помнят, можно было бы это как-то вот озвучивать, писать на что-то вот куда-то. Наш сегодняшний эфир с легкой руки Марины Олеговны Богословской, председателя, да, Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Вот на сегодняшний день Торгово-промышленная палата помогает женщинам конечно. Вообще изначально торгово-промышленная палата, она была предназначена, организована вот для того, чтобы поддерживать субъекта малого предпринимательства. Независимо, женщины, там, мужчины. Но, конечно, как и все общественные организации, становление торгово-промышленной палаты шло достаточно тяжело. Вот, в 90-х годах там, как бы сказать, никакая. Вот, надо сказать, что с приходом члена Владимира Михайловича в тот момент, да, он как-то упорядочил тогда вот и начал поднимать статус торгово-промышленной палаты. Но последние годы, вот когда уже была избрана президентом Марина Олеговна Богословка, она своим умом, хваткой, с опытом предпринимательским своим, они, конечно, хорошо подняли значение этого общественного объединения. Все-таки торгово-промышленная палата, Союз, это общественная организация. Да, Марина Богословская, президент, я говорила, председатель. Да, президент. И такая же организация, вот, которую я возглавляю, Ассоциация женщин-предпринимателей, да, нашей республики, она тоже 30 лет существует. В то время, когда не было такой, скажем, поддержки государственной, то общественные объединения решали очень много вопросов именно вот поддержки малого предпринимательства. Как-то они проводили ярмарки, круглые столы, там различные там мероприятия. Но представьте, в 90-х годах, когда началась рыночная экономика, люди же вообще ничего не знали. Что такое экономика, что такое бухгалтерия, как это считать, куда это отчислять и как делать. Это сейчас хорошо. Сейчас, конечно, условия совершенно другие. Сейчас чем хорошо? И в какой сфере женщины все-таки им проще? Сейчас хорошо в том плане, что сейчас очень много институтов поддержки малого бизнеса. Да? Это государственные структуры в лице Министерства предпринимательства нашего, да, например. Это такие центры, как общественные организации много, в том числе, например, Центр «Мой бизнес», государственная бюджетная организация, но они тоже выполняют достаточно большую роль в поддержке предпринимательства. Вообще, на самом деле, конечно, тяжело, но надо сказать, что все-таки не сравнить с теми 90-ми, начало 90-х, какой период проходили тогда женщины того периода. Но они сейчас в основном все уже пенсионерки. Сейчас ностальгия по тем годам, да, вот везде об этом говорят, и фильмы, ну, ностальгия, не ностальгия, но вещи были, конечно, в те времена страшные происходили. Ну, просто, как говорят, человеческая память, плохое быстро забывается, хорошее остается, да, в ностальгия, памяти. Наверное, просто вот именно как мы выжили, да, вот, о силе, о духе, о новых веяниях, так скажем, да, понятия такие, как демократия. Ой, мы тогда думали, ой, демократия, а теперь думаешь, господи, фу, демократия, что ты... Все меняется, знаете, с возрастом, с пониманием и с наблюдением, так скажем, да, с философским подходом. Нет, демократия хорошо, если бы это бы... Да, когда она не извращена. Да, если бы на самом деле как должно быть. Как закладывалось это понятие, тогда, конечно, было бы хорошо, но, к сожалению... 37-й год не хочется возвращаться точно. Да, все извратили до такой степени, что теперь и не поймешь, где начало, где конец. Да? У вас действительно мощная энергия, прям сижу и ощущаю ее. Да, насколько у вас прямо вот такой поток от вас. У нас минута остается до конца. Всего-навсего, да? Нашего как блока. Быстро. Да, просто, может быть, как-то вы... Ну, мне... в 38 мы ходим? Есть еще немножко времени, да? В 38? В 35 же? 3 минуты.
Хорошо, тогда если в 38 у нас есть еще 4 минуты. Минуточки, да? Вот, но, конечно, что бы хотела сказать, мы начинали в свое время предпринимательство, да, как бы малый бизнес двигали, там разные, но ситуация за 30 лет, конечно, меняется. Так сложилось, что я вот, например, с предпринимательства прямого ушла. Ну, так сложились обстоятельства. Теперь я работаю в университете, работаю на кафедре экологии, вот, доцентом, руководителем образовательных программ, и мы готовим специалистов, экологов, природопользователей и техносферной безопасности, то есть охрана окружающей среды. Вот, но мы с торгово-промышленной палатой у нас тесные связи, мы в свое время организовали, ну, такая необходимость назрела, организация поддержки тех предпринимателей, тут уже независимые мужчины и женщины, которые занимаются экологическими услугами. А таких услуг достаточно много в последнее время возникает. Это как бы новое направление, новая сфера деятельности. Это и, как это сказать, оборот отходов, да, это изделия из отходов, как их, что делать с ними, куда их это рассортировать, что из них можно получить, куда их, как их можно утилизировать, допустим. Это проектная работа, которая помощь предпринимателям в составлении отчетов и так далее. В общем, это сфера бизнеса, тоже проведение экологических аудитов и так далее. Новая совершенно сфера, и сейчас она набирает актуальность, потому что государство все время придумывает новые какие-то нормативно-правовые акты. Для идеи хорошие, конечно, ну, помысел о том, что сохранить нашу природу, но иногда она принимает какие-то извращенные формы, вот это контроль, нормативно-правовая, так сказать, оболочка и так далее. Поэтому мы были вынуждены создать вот такой комитет при торгово-промышленной палате, куда вошли вот конкретные предприниматели, которые занимаются вот экологическими, представлением экологических услуг. Вот поэтому, как говорят, пожалуйста, обращайтесь, мы можем чем-нибудь и поможем, как говорят, да. Сейчас даже вот в творчестве это очень популярно из вот материалов, которые да, уже да, вторые отходы, да, делают. Ну, да, мы уже сколько лет, 15 лет проводим на кафедре конференцию «Отходы в доходы». Там, значит, привлекается достаточно много людей на эту конференцию каждый год, и школьники, и студенты и так далее. Я думаю, те, кто принимает участие в этих конференциях, в этих выставках, это уже мотивированные, как это сказать, разделители этих отходов, да? Готовые разделять отходы так, как полагается. Вот, к сожалению, очень мало времени, можно было говорить бесконечно много. Да, с вами и передачи мало будет. Спасибо вам большое, Галина Сафроновна, за то, что мы сегодня вспомнили о женском предпринимательстве, да, и это тоже как в поддержку всем женщинам, которые решили в какой-то момент быть самостоятельными. Дорогие друзья, во втором блоке мы продолжим говорить про предпринимательство, но уже мужское, и про семейный бизнес. Дорогие друзья, мы продолжаем снова в прямом эфире, говорим про предпринимательство, про семейный бизнес. Сегодня у нас будет тема, и говорить мы будем об этом с предпринимателем Игорем Даниловым. Иваном Даниловым. Что я вас... Извините, пожалуйста, с Иваном Даниловым. Иван Петрович, здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время и пришли в нашу студию и принесли вот такой чудесный макет, с которого прям можем сразу же и начать, потому что его невозможно не заметить. Он привлекает и мое внимание, и внимание наших телезрителей, ну а радиослушатели пусть воспримут на слух то, что мы будем говорить о том, как выглядят эти дома, для кого они нужны, и почему именно сейчас, в это время, в этот сезон мы будем говорить об этом. Друзья, добрый день. Меня зовут Иван Данилов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Торгово-промышленную палату, в частности, президента Марину Олеговну и коллег Зою Даниловну, Танину Петровну, Василия за предоставленную возможность. Вот, да, капсульные дома в этом году, в 2025 году, они самые актуальные, не только у нас в республике будут, и, ну, в целом в стране. Вот, их производят в Китае,
Ну, уже начали производить года 3 назад. Вот. Я как-то познакомился в прошлом году на Экспо в Харбине. Вот. Этот макет, ну, здесь площадь 28, разные есть площади, то бишь там размеры. Здесь 28 квадратных метров, есть 38, есть 18, и стоимость также варьируется от 3 миллионов. Так, мы здесь, много очень было вопросов именно в наших условиях, как они себя поведут. Это дом на какой-то период, да? Там может остановиться в нем семья в каком-то месте на какой-то период, не круглосуточно же? Да, это дом выходного дня, то есть очень актуально, вот, ну, у нас после ковида, да, то есть все мы уже привыкли именно в стиле Барнхауса, фрейм там и так далее, сейчас очень много там арендуют наши горожане, вот, а так, в принципе, это для туризма. Вот дом выходного дня, то есть молодая семья, или вот, ну, в данном проекте, допустим, 2 молодых людей, ну, или там семья с одним ребенком, может, допустим, ну, вот такие дома я вижу, допустим, ну, на природе. Вот, ну, скажем так, далеко не ехать, вот на сопке Любви. Чочер-Муран, допустим, по Лене, до Ленских столбов можно установить. Просто обустраивается какая-то территория, которая для отдыха. Да, и на гектаре можно. Вот дальневосточный гектар всем же раздавали, бесплатно раздают до сих пор. Вот, и на этом гектаре можно установить вот такие дома. В общем, эти дома, они благоустроенные, то есть там душ, ну, скажем, сходить, готовить, ну и поспать. Вот есть. И многие интересовались, из них вот я хочу отметить, есть... ну, человек в возрасте, предприниматель, да, вот он хочет у себя на даче установить. А почему у них есть с ватями, оказывается, там соревнования? Сколько, ну, у них на даче поведут внуки. Здорово. Вот если, говорит, я установлю себя на даче, говорит, по-любому, говорит, мои внуки приедут ко мне, и я буду, ну, вам благодарен. Ну да, есть же у кого-то просто земля, да, и ничего там нет, а тут такой дом взял, арендовал на 3 месяца, да, летние. Да, и своих внуков привлекает как раз к хорошему дому. Да, а сколько можно эксплуатировать такой дом? Вот мы именно по поводу, ну, эксплуатации в наших условиях зимой, да, минус 50-60. И зимой даже можно? Да, конечно, мы уже проконсультировались с наукой, с ВФУ. То есть здесь мы утепляем дополнительно и плюс добавляем вот стекла, да, боковые стекла и передние стекла. Мы вместо этих трехслойных стекол мы устанавливаем, есть такая компания Термоглаз. Мы не называем, окей, у понял. нас информационного плана. Понял, есть такая компания московская, вот греющиеся окна. То есть включаешь электричество, и вместо холодом минус 50 он будет давать, наоборот, тепло. Классно. Супер. Я не ожидала, что это даже может быть зимний вариант. Я думала, это только вот весна, лето, но, может быть, немножко захватит осень. Да, летом кондиционер, а зимой вот именно греющиеся стекла. И плюс есть компания южнокорейская, тоже теплые полы, которые у нас в наших условиях показали тоже с очень положительной стороны. Вот мы с ними отрабатываем тоже. Как интересно. А тогда, может быть, такой дом захотят вообще себе на вот постоянное пользование люди приобрести, то есть не на какой-то период, а вот просто купить. Мы уже вот на днях заключаем контракт с заводом и хотим привести именно до СХ. Хотим здесь установить, показать людям, горожанам, ну и гостям города Якутска. Вот. И, ну, за зиму мы докажем то, что вот наш продукт именно... Ну, можно эксплуатировать в наших условиях и на весь мир показать. Вот. Надо же, как интересно, совсем недавно были в нашей студии директор национального парка Ленские столбы, один из организаторов зимнего туристического сезона. И вот они как раз говорили о том, что хорошо было бы сделать, да, чтобы люди туда приезжали, и там был какой-то комфорт именно в зимнее время. И как раз вот если такие дома, да, это будет же здорово, там люди тогда смогут остановиться, не только они приехали на день, да, с утра до вечера, а они смогут сколько-то дней провести на Ленских столбах. Да, желающие-то есть, вот кому так хочется. Да, бизнес, допустим, если организует комфортные условия, имеется в виду там площадку там и так далее. И площадка вроде бы там есть. Для этих домов это все благоустроенное, то есть там септики и так далее, и подъездные пути для этих спецтехники и так далее. Вот, электричество, то есть эти требуют, вот такие дома требуют 15 киловатт.
электричество. А вы сами уже испробовали, пожили в таком варианте дома? Вот я собираюсь 15-го у нас будет Китай-Россия Экспо, также в Харбине, как в прошлом году. Вот я туда 15-го летаю тоже. Встреча с партнерами, вот с китайцами будет, и переговоры. Но я уже вперед, как бы, зимой был в Гуанчжоу, и там уже нашел партнеров, там, и мы с ними уже вот подписываем контракт на днях. Приобретаем и до высока хотим привести. Иван Петрович, мы сегодня в первом блоке говорили про женский бизнес, что это не просто, да, и вообще было с бизнесом не всегда просто, да, или всегда непросто. А вот бизнес мужской или бизнес семейный? У вас семейный бизнес, да? Вы занимаетесь, и вы, и ваша жена этим. Да. Расскажите, какие для вас есть сложности и какая есть помощь от торгово-промышленной палаты, как для бизнесмена, как для представителя семейного бизнеса? Торгово-промышленная палата, мы с ними очень приятно работать и быть полезным нашему обществу совместно, да. И мы очень дорожим ими, хорошая компания, имеется в виду команда очень хорошая. И, в частности, если говорить про семейный бизнес, вот летом в прошлом году организовывали как раз мероприятие торгово-промышленная палата. Мы на теплоходе именно по линии до Ленинских столбов катались. 2 дня там и знакомства было, и много было спикеров, и много было с наших министерств, ведомств люди были, и мы очень много вопросов и очень много узнали именно про бизнес, про малый бизнес и так далее. В соцсетях я вижу вот такие поездки, когда представители торгово-промышленной палаты, да, все вместе собираются, всегда это шумно, весело, дорого-богато. Да, очень классно. Что вы приобретаете за такие вот собрания, да, и такие поездки, путешествия, круизы, когда вы знания, все вместе? знакомства. Знания и знакомства. Это самые полезные для малого и среднего бизнеса, скажем так. В частности, и семейного бизнеса. Чем отличается, допустим, семейный бизнес от, если нежели занимается, допустим, муж или супруга отдельно. Вот, если на одной волне, это будет очень, классно будет. А если там другая волна, скажем так, да, супруга работает на бюджете, а муж предприниматель, здесь более так, сложновато будет. Но зато есть какая-то стабильность, если кто-то из супругов работает на госсфере, да, или бюджетник там, все-таки будет уже стабильно, да, вот, например, в пандемию остались, если два, получается, муж и жена партнеры, да, они оба были в бизнесе, то там получилось, что оба остались без денег, а так хоть один будет. Наша история вот именно такая же была. Мы поначалу подумали, что один будет на бюджете, то есть там стабильность и так далее, будет зарплата, там ежемесячно будет поступать. В нашей стране, как малое предпринимательство, все равно рискованное, да? Вот и ковид, и СВО, и так далее, в общем. Вот. Но если, допустим, мы как семья вместе обучаемся очень много, и тренд, допустим, по стране всегда знаем, в какую сторону направляться и в какую сторону именно инвестировать. Но вы занимаетесь не только приобретением, да, таких домов, вы еще и строите дома. Да, мы строим малоэтажные дома из дерева, каркасные дома строим каменные дома, блочные дома, именно в рамках льготных ипотек. Это дальневосточная ипотека и плюс семейная. Мы не называем название. Скажите, как вы решились вообще на бизнес, на семейный бизнес? Что для этого нужно? Какие первые шаги и какие сложности, с чем вы столкнулись? Я за 11 лет, работая в бюджетной сфере, в сфере здравоохранения, да, купил себе машину. Вы врач? Я доктор. Да вы что? Да, и супруг доктор. Какая специализация у вас? Санитарного врача. Санитарного врача, это мы учились в Иркутске 6 лет, плюс интернатура и 11 лет бурной деятельности. И по нашей... Медицинской? Да, медицинской. И так все взяли и оставили, и ушли вообще в другую сферу? Да, проработали в Нерюнгри, проработали на Колыме, на севере, и здесь в Якутске проработали. Потом, весы поставили, куда пытаться бизнес или... Слушайте, как жалко даже, потому что врачей же не хватает.
Ну вот вообще вот в этой сфере не хватает специалистов. Не знаю, здесь страна, не знаю, не поддерживает. Ну, понятно, что человек ищет, где лучше, да, понятно, но так столько лет учиться, еще столько лет практики у вас. Ну, мы не жалеем, очень много практики, именно даже эти навыки, которые вот я приобрел за 11 лет, очень понадобились именно в бизнесе. Да вы что? А что именно понадобилось? Создание команды. Я всегда занимал именно руководящие должности. Ну, был простым врачом, рядовым врачом в Неринге, а так руководил 5 лет 3 районами колымскими. Это Зырянка, Среднеколымск, Черский. Потом курировал город Якутск. То есть у меня были подчиненные ребята и так далее, я с ними находил общий язык и работали вместе. Лидерские качества такие, да, все это у вас? Ну, приобрел именно санитарной службе. И очень много хороших было наставников. Я понял, без наставников, то есть и в бизнесе, ну вообще в жизни, да, это как тренеры. Очень тяжело. То есть они сокращают жизнь. Ну, не сокращают именно вот... Дают возможность сэкономить время. Да, вот. Вот. Делясь своим опытом. Да. И что вот еще, как вы к этому пришли? Так круто взять и поменять сферу деятельности. Вот, я набрали команду, да, вы? Да. В общем, я продал машину, взял супругу и поехали мы наставнику в Казахстан учиться. То есть учиться я нашел именно, по Ютубу, чтобы вести бизнес. Да, по соцсетям я нашел человека, который именно ценности этого человека были схожи моими. Вот, и созвонился с ними, вот, можем приехать там и так далее. Все, пожалуйста, welcome. А ценность вы имеете в виду что? Ценности, у него очень большие ценности духовные. Вот, и именно создавая ценность, он, ну... Казалось бы, где бизнес, а где духовность, да, здесь? Он полезен обществу. Вот, именно стремится быть полезным обществу. И очень, ну, такие благие дела делает. Строит дороги, больницы, школы строит и так далее. Вот он именно в странах СНГ. И очень много у него бизнесов в 6 странах. И в основном работает, ну, в этом, в русскоязычной, скажем так, пространстве работает. И вы поехали туда вместе с женой и стали обучаться? Да, мы обучились, продали машину, и именно за эти деньги мы обучились. Именно инвестировали, скажем так, потом, как оказалось, в правильное русло. Вот мы приобрели очень большие знания, как организовать, как начать бизнес там и так далее, и до сих пор обучаемся. И потом наверняка взяли какой-то большой кредит, да? Нет. Мы именно находились с рынка, именно обучают этому. То есть там не надо иметь свои там деньги и так далее для старта. То есть находишь таких партнеров, которые тебе помогают? Нет, мы находили именно деньги с рынка, мы так называем. А как изменилась ваша жизнь, вот когда вы работали врачами, да, были бюджетниками, да, и когда вот сейчас вы в свободном плавании сами за себя? Ну, и в финансовом, и в духовном вот очень крутые повороты есть. Расскажите, какие? Есть у наставника модель счета, вот именно как использовать, ну, свои денежные средства, да, как накопить, как их, ну, как сделать, чтобы они работали на тебя и на общество. Вот мы этому научились. То есть, ну, если, допустим, человеку отдать, ну, скажем, 10 миллионов рублей, если он не умеет пользоваться этими деньгами, он за полгода их потеряет. А если отобрать у богатым мышлением с человека, допустим, эти деньги, 10 миллионов, да, он через там 2 месяца, 3 месяца эти деньги сделает. Это именно в мышлении все. Этому обучают. Круто это все звучит, и, конечно, ваш пример, он такой яркий, вы же замахнулись не на какой-то такой, да, там мелкий бизнес, а вообще так крупно дома, что еще может быть, да, недвижимость, что еще может быть крупнее. У нас остается, смотрите, минуты 3, да, 4, может быть, до конца эфира. Может быть, вы что-то хотите сказать, то, о чем я вас не спросила, потому что мы, в принципе, сегодня хотели говорить больше о вот этих новых домах, которые должны понравиться, да, жителям Якутии. Может быть, я что-то еще не спросила. Здесь вот я
рассказал именно про бизнесмена в возрасте, а есть молодой бизнесмен, хочет приобрести такой дом и хочет поставить у себя в деревне. Он говорит, у меня, говорит, такая проблема, есть 2 сыновей, я никак не могу, говорит, их держать в деревне. То есть они городские, соцсети и так далее, с гаджетами, говорит, сидят. А вы этот дом сможете перевести вообще в любую точку Якутии? Да, краном поднять и в любом месте поставить. И он говорит, я у тебя приобретаю, вот привези, говорит, я посмотрю. И я, говорит, летний, осенний вариант я покупаю. То есть он в деревне установит, и детей, говорит, своих сыновей хочу научить именно, ну, как сено косить, как дрова, там, ну, вот в таких условиях экстремальных, как жить, там, научить надо, говорит. А это очень дорогая покупка? Нет, от 3 миллионов. Вот именно целевая, скажем так, аудитория, именно те предприниматели и бизнесмены, которые занимаются туризмом, и есть такие уже большие предприниматели, бизнесмены, у кого уже деньги есть. Именно кто-то хочет у себя на даче установить, кто-то хочет у себя установить вот в деревне. Вот 2 случая я рассказал. И плюс именно вот самое актуальное сейчас гектары есть, именно вот дальневосточный гектар. Вот мы сейчас, ну, у нас переговоры уже были, именно как регистрировать этот дом. Если мы добьемся этого, ну, сначала нам нужно привести, потом после этого все пойдет как этот. Если можно было регистрировать их, тогда в рамках уже ипотек можно приобретать. Спасибо вам большое. Ну, удачи вам вот в вашем таком глобальном мероприятии, предприятии. Спасибо, что вы сегодня поделились тем, что можно комфортно провести будет лето, осень и даже зиму в нашей республике, обладая не такой большой суммой, да, как если бы замахнуться на вам спасибо. Покупку квартиры или дома. Всем хорошего вечера. Спасибо за внимание.